다도만들이야. 사람균이 И 신신한게인게. я хотел бы начать с приветствия всех тех, кто сейчас слушает эти учения по интернету. Все досточтимые перерожденцы, учителя, а также монахи и монахини, а также все мои друзья в Дхарме. Я надеюсь, что вы пребываете в добром здравии. Я приветствую вас. И то, что сегодня мы с вами будем рассматривать, мы продолжим с вами второе повествование о Первом соборе, или то, опираясь на то, что известно как комментарий на 100-тысячную Праджняпарамиту, который приписывается на Гарджуне. Мы говорим о повествовании, которое содержится в этом комментарии. И сегодня то, о чем мы будем с вами говорить, это 6 проступков, описание 6 проступков Ананды. Это то, на чем сегодня мы остановимся. Говоря об этих 10, об этих проступках Ананды, существует 10 различных описаний проступков Ананды, как в слове будут, так и в шастрах, то есть в комментариях. И если перечислить их, то первое– это 5 проступков согласно Херавадинской Кандаке. 6 проступков согласно пятичастной Винай Махишасаки. Далее 6 проступков согласно 10 чтениям Виная Сарвастивады. 7 проступков согласно Махасангика Винаи. Также 8 проступков в соответствии с тонкостями дисциплины Мула Сарвастивады. 6 проступков согласно великому комментарию к 100-тысячной Праджняпарамите. И это повествование схоже с повествованием Сарвастивады, за исключением того, что порядок другой, порядок этих проступков другой. В остальном эти два повествования довольно схожи. И следующие 7 проступков согласно 4-частной Виная Дхармагуптики. Затем 7 проступков согласно Виная Матрике. И затем 7 проступков согласно сутре Парнирваны или Махапаринирвана сутры. И 10-е – это 9 проступков согласно сутре, сборник собирающий свет. И это повествование очень схоже с Винай Кшудракой. И таким образом говорится о том, что существует 5, 6, 8, 10 и так далее проступков. Есть различные повествования о том, сколько проступков совершил Ананда. И среди тех, кто называет 6 проступков, существует различный порядок или последовательность этих проступков. И в Винае каждой из этих школ, как я уже говорил, здесь мы говорим о том, что существует 10 различных повествований о проступках Ананды, которые описываются в различных текстах, в сутрах и в шастрах, однако у нас нет достаточно времени для того, чтобы разобрать подробно каждый из этих повествований. Однако сейчас я подготовил небольшую таблицу, которую хочу сейчас вам показать. Если посмотрите на эту таблицу, вы увидите Виная тексты. В первой строке описываются тексты, и во второй строке это тот, кто произносит эти проступки или обозначает эти проступки Ананды.
Потому что в большинстве из этих повествований это Махакашьяпа, однако же существует повествования, в которых этим обвиняющим является Упали, или в одном из текстов говорится о том, что это старейшины Бхикшу, и в этом есть небольшое различие между текстами. Затем сами проступки, которые были совершены Анандой, и они тоже отличаются от традиции к традиции. И, например, в Махасангике, в Муласиравасиваде, Махишасаке, в Дармагуптике, Сарвасиваде и так далее, они все немножко отличаются. Я не буду называть их по отдельности, каждый из них. И так как не помещается на одной странице, эта таблица, я вынужден был поместить эту таблицу на 2 страницах. 다지단게 가덴남레 송베게 근거위게 네바제베게 네바주주리야 송다문자 망보시 И существует несколько, в каноне наибольшее количество оскорблений, это 9, а наименьшее 5, и есть 4, которые являются общими для всех. Сейчас вы видите их на экране. Это 4 проступка, которые являются общими для всех этих повествований. И первое – это то, что Ананда не спросил о второстепенных заповедях. Следующее – это просьба к Будде, чтобы женщины могли принимать обеты отречения. Третье то, что Ананда не обратился к Будде с просьбой не уходить в нирвану. И четвертое, Ананда не предложил Будде воду, которую он просил. В тонкостях Винае Сарвастивады говорится о том, что он предлагал грязную воду Будде. То есть вы видите, здесь это повествование отличается от других. А в большинстве же изложений говорится о том, что когда Будда попросил воду, Ананда не дал ему воду, потому что она была замутнена. И вот эти 4 повествования, они схожи во всех повествованиях. В остальном же существует, как я уже говорил, около 10 различных изложений этих проступков Ананды. И затем мы переходим к повествованию из великого комментария статичной Праджняпарамиты, написанном Нагарджуной. Это 6 проступков Ананды, которые были провозглашены Кашьяпой. И Махакашьяпа сказал: у тебя есть проступки. Сначала Будда не хотел, чтобы женщины принимали обеты отречения, но поскольку ты постоянно просил его об этом, только тогда Будда разрешил им принимать обеты отречения. Так как ты очень сильно настаивал, из-за этого Будда разрешил им принимать обеты отречения. И вследствие этого срок пребывания истинной дхармы был сокращен на 500 лет. И это твой проступок. Это то действие, которое является проступком. На что Ананда ответил: в то время я почувствовал огромное сострадание к Гаутаме. Почему я решил обратиться к Будде и поддержать женскую санху? Потому что я почувствовал огромное сострадание к Гаутаме. И из-за этого сильного сострадания я обратился к Будде с просьбой даровать монашеские обеты женщинам. Вдобавок, все Будды 3 времен имеют 4-частную санху, 4-частное сообщество. Это Пхикшу и Пхикшуни, а также Упасаки и Упасики, практикующие миряне мужского и женского пола. И поэтому у каждого Будды существует 2 раздела мужчин и женщин, которые принимают полные монашеские обеты, и также мирян, мужчин и женщин, которые занимаются практикой дхармы. И таким образом у каждого из Будд было это 4-чартное сообщество, и я подумал, по какой причине для нашего учителя быть единственным без такого сообщества. И здесь я привожу следующий слайд. 다디레 상계 부메랍 충주도다 봐줘드니
Юсун И Син. здесь вы видите, что Махакашьяпа говорит о том, что ты обратился к Будде с просьбой, чтобы он даровал монашеские обеты женщинам, и из-за этого срок пребывания учения уменьшился на 500 лет. И затем Ананда говорит о том, что я это сделал из великого сострадания к Гаутаме Праджапати, из-за того, что я не видел причины, почему у Будды Шакьямуни не должно быть четырехчастного сообщества. Следующее, когда Будда был близок к тому, чтобы уйти в нирвану, он пришел в Кушнагар. И когда он находился рядом с Кушнагаром, у него заболела спина. И когда у него заболела спина, он сложил свою монашескую одежду в четверо и лег на нее. И в этот момент Будда попросил воды, и Ананда не принес воды. И ты, будучи прислужником Будды, совершил такой проступок. Так говорил ему Кашьяпа. И Ананда ответил, что в то время 500 повозок переправлялись через реку, и вода была очень грязной. Вот почему я ее не принес. 세상 신강하게 아니 추대 개는 로디도 디균선 때는 추대 하장도 쏙바차 뇽마제 근데 Из-за этого вода была очень грязной, поэтому я не поднес ее Будде. Я подумал, что это неприемлемо, и поэтому я не стал совершать подношение водой. Тогда Махакашьяпа сказал, даже если вода была грязной, в этом нет ничего страшного, потому что Будда обладает чудесной силой сделать даже океан грязной воды чистым. Почему ты не предложил ему воды, если ты знал, что у него есть такая способность? Это проступок, и ты должен признаться в своих проступках. Это второй из проступков, описываемых здесь. В итоге он заключается в том, что Ананда не поднес воду Будду, когда тот просил о ней. Следующий проступок. Однажды Будда тебе сказал, если человек хорошо практикует 4 стопы чудес, если он обрел эти 4 стопы чудес или 4 стопы чудесных сил, он может продлить свою жизнь на эон или около того. Будда же хорошо практиковал, обрел эти 4 стопы чудесных сил и мог продлить свою жизнь на эон или около того. И хотя он обратился к тебе с этими словами, но в то время ты не ответил. И Будда сказал это трижды, но ты ничего не ответил Будде. В то время, если бы ты должен был сказать, Будда хорошо практиковал 4 стопы чудесных сил, поэтому для вас было бы уместно оставаться в этом мире в течение эона или около того. Но ты этого не сделал. И из-за того, что из-за твоей забывчивости Будда ушел в нирвану так рано. И это твой проступок. Ананда ответил, Мара в то время затмил мой ум, и в то время я не мог ничего сказать. Дело не в том, что я затаил злое намерение и не ответил Будде. И Ананда сказал, что у него не было свободы действия в этот момент из-за силы Мары. И так как он не был архатом, он не мог преодолеть влияние Мары. Если бы он был архатом, то тогда он бы мог, то Ананда не смог бы причинить ему вреда, как бы там ни было в этот момент, он не смог ничего произнести и обратиться к Будде. Затем следующий проступок.
Махакашьяпа сказал, когда ты складывал самгати, то есть внешнюю одежду Будды, внешнюю накидку Будды, и здесь не говорится точно о том, что когда он шил эту одежду, говорится о том, что когда он ее складывал, как бы там ни было, Ананда наступил на нее ногами. И это одеяние самого Будды, и ты наступил на нее, осквернил ее своими ногами, и это было, и это было проступком. И Ананда ответил, в то время поднялся сильный ветер, и некому было помочь мне держать ткань. Ее подхватывал ветер, и она скользнула под мою ногу. Дело не в том, что мне не хватало уважения, из-за его отсутствия я наступил на одеяние Будды. 다른 예제 아마도 가르쳤나? 상계기 넘게 봐 무슨 일이 세상에서 나 И 세상만 следующий, пятый проступок. Затем Махакашьяпа сказал, после того, как Будда скончался, ты показал женщинам прекрасный знак гениталий Будды, скрытый внутри углубления его тела. Это бесстыдный образ действий. Это твой проступок. Ананда ответил, в то время я подумал про себя, что если женщина увидит прекрасный знак Будды, его гениталии, скрытые внутри углубления его тела, они устыдятся своего женского тела и захотят обрести мужское тело. И это создаст низ корень добродетели для обретения прекрасных знаков Будды. Именно с этой мыслью я показал его женщинам. Я не нарушал заповеди из-за бесстыдства или непристойности. И это был пятый проступок. И затем шестой проступок. Его нет в великом комментарии «Статичное упражнение Парамиды», хотя говорится о 6. Возможно, что переписчик, который переписывал этот комментарий, может быть, он выпустил этот 6, как бы там ни было, он отсутствует здесь. Но согласно некоторым учениям, 6 проступком, многие думают, что, скорее всего, это отсутствие отсутствие вопроса или проступок того, что Ананда не спросил о второстепенных предписаниях у Будды. И так как это один из главных проступков Ананды, скорее всего, это и есть тот самый 6 проступок. Однако, хотя в самом тексте Великого комментария говорится, что Ананда допустил 6 проступков, в самом тексте 6 не приводится. Я думаю, что это, скорее всего, упущение человека, который копировал этот текст, и 6 из этих не приводится. И я думаю, что, скорее всего, это то, что Ананда не спросил у Будды о второстепенных правилах или предписаниях. И тогда Махакашьяпа сказал, ты должен покаяться в своих 6 проступках в присутствии Санхи. И так как ты не задал вопрос об этих 6 второстепенных предписаниях, ты создал для нас большие трудности, и поэтому это твой проступок. И на это Ананда ответил, что я не сделал это намеренно. В некоторых текстах говорится, что в это время Будда болел, и поэтому я подумал, что нехорошо было бы беспокоить Будду, и поэтому я не задал этот вопрос. В других текстах приводятся другие причины, почему Ананда не обратился с этим вопросом к Будде. И как бы там ни было, то, что он не задал вопрос относительно этих второстепенных наставлений или предписаний, является одним из этих 6 проступков Ананды. Таким образом, Махакашьяпа привел 6 проступков Ананды,
И он сказал, что ты должен покаяться в этих 6 проступках в присутствии Санхи, на что Ананда ответил: хорошо, я поступлю так, как советует старейшина Махакашьяпа из Сангха. И затем он опустился на правое колено, спустил верхнюю накидку на одно плечо, снял обувь и признался в 6 проступках, совершенных им. И затем посреди Санхи Макашьяпа взял Ананду за руку, вывел его наружу и сказал: он вытащил его из рядов Санхи, из того здания, где находилась Санха, и сказал ему: когда ты истощишь омрачение, возвращайся сюда. Не возвращайся сюда, пока не исчерпаешь свои оковы. С этими словами он закрыл дверь. И таким образом он изгнал его из этого здания. Он выгнал его из этого здания, где присутствовала Санха. То есть, по большому счету, он был изгнан из рядов Санхи Махакашьяпой. И когда происходило изгнание, это был очень большая трудность для монаха. Говорят о том, что когда кто-то допускал 4 тягчайших проступка, так называемых поражения, то такого человека, такого монаха изгоняли из санхи. И здесь Ананда не совершал таких тяжелых проступков. Тем не менее, Махакашьяпа обругал его и изгнал из санхи, изгнал его из дома, в котором собралась санха. И на этом завершается повествование о том, как были произнесены обвинения Махакашьяпой, обвинения Ананды в 6 проступках. Затем следующий раздел, к которому мы переходим, поиски других учителей, других ученых. И здесь повествуется о том, что после того, как Ананда был изгнан, монахи, архаты собрались вместе и начали дискутировать, начали обсуждать. И они узнавали друг от друга, кто способен составить корзину вина. И старейшина Анирудха сказал: Шарипудра, ученик Будды, был подобен второму Будде. Это тот человек, перед которым все выказывали свое почтение. Однако он уже покинул этот мир, но у него был хороший ученик по имени Гавампати. Гавампати. И этот человек, Гавампати, его звали так, и у него был очень мягкий характер, он был миролюбивый, сдержанный, обузданный. Он всегда пребывает в одиночестве, в уединенном месте, и его ум всегда пребывает в умиротворении. Он очень знаешь Винаи, и в настоящее время он находится в парке деревьев Ширишака в царстве богов. И было бы хорошо послать гонца, чтобы пригласить его. И я хотел бы объяснить, почему его так звали. Гавампати, хозяин быков. И согласно тибетскому переводу Мула Сарвастивады, Кшудрака Винаи или тонкости Винаи, говорится о том, что в Шравасте жил брамин, у которого был бык, а потом и корова.
Затем он взял другого быка и создал стадо. Таким образом, у него появилось стадо быков и коров. И поэтому Брамин подумал, что бык, которого он получил первым, был очень благоприятным. И именно поэтому у него появилось стадо, и поэтому он пустил его на волю. И со временем этот бык состарился, он жил на свободе, постепенно он состарился, и однажды этот бык пошел, чтобы напиться на берег реки, но он застрял в грязи и не мог освободиться. Из-за того, что он был стар, он не смог вызволить себя из этой грязи, из этого болота. И в это время Шарипутра проходил там по дороге и увидел этого быка, застрявшего в грязи. И тогда Шарипутра подумал, есть ли у этого быка какие-либо корни добродетели, хотя бы незначительные. И Шарипутра увидел, что эти корни добродетели у него есть, и они могут проявиться, опираясь на самого Шарипутру. И поэтому он вытащил быка из грязи, вытер его рукой и произнес 3 строки Дхармы. Все составленное непостоянно, все явления бессамостны, и нирвана — это умиротворение. Когда он произнес эти 3 строки, он произнес следующие слова перед этим бегом. «Верь в меня, и ты освободишься от желания родиться животным». И после того, как он произнес эти слова, Шарипутра ушел. И затем этот бык в самом деле поверил Шарипутру, и после смерти родился в доме брамина в Шравасти. И когда этот бык умирал, он умер с верой в Шарипутру, и по этой причине он родился в доме брамина в Шравасти. Он родился сыном этого брамина. Однако, когда он родился, у него был вид, похожий на быка, и поэтому его назвали Гавампати, повелитель быков или хозяин быков. И Шарипутре было интересно, что случилось с тем быком. И тогда он погрузился в самадхи и понял, что этот бык умер. Затем он стал рассматривать, находясь в самадхи, где переродился этот бык. И он увидел, что он переродился в Шавасте, в касте браминов. И когда он узнал об этом, он неоднократно приходил в дом этого брамина, давал брамину и его жене обеты прибежища и обеты мирянина. И в это время, когда Гавампати, он был, видимо, маленьким ребенком, когда он увидел Шарипутру, он был в восторге и всегда сидел, глядя на него, не отвлекаясь на что-либо еще. Он смотрел лишь на Шарипутру, и это увидел Браман. И он сказал Шарипутре, что у тебя нет послушника, который бы прислуживал тебе.
И Шарипутра ответил, да, у меня нет послушника, который бы мне помогал. И тогда этот брамин предложил своего сына, этого мальчика, в качестве помощника. И тогда Гавампати ушел с Шарипутрой, и он принял обеты послушника, а затем и полные монашеские обеты от Шарипутры. И в конечном итоге Шарипутра дал ему наставление, которое Гавампати усердно практиковал, вследствие чего он достиг состояния архатства, состояния архата. И в отличие от других людей, у него было 2 пищевода, 2 трахеи, как у животного. То есть, скорее всего, это значило, что у него 2 желудка. И когда жвачные животные, например, быки или коровы, пережевывают пищу, они отправляются в отделение желудка, которого нет у людей, и затем они отрыгивают пережеванную пищу и снова ее пережевывают, и снова проглатывают. Таким образом, у них происходит пищеварение. И, по всей видимости, у этого человека, Гавампати, тоже было 2 желудка. Видимо, было 2 отделения в желудке, в котором накапливалась эта пища. Затем он отрыгивал эту пищу, и он не вырыгивал ее совсем наружу, а она поднималась вверх по пищеводу, и затем он ее пережевывал. И в этом он был схож с животным. И вначале Будда не говорил о том, что нельзя принимать пищу не вовремя. Он не ввел это правило. И Гавампати пережевывал уже съеденную им пищу после обеда. Однако же, после того, как Будда установил это правило, и ему нельзя было срыгивать, а затем снова глотать пережеванную пищу, и он не мог есть нормально. Потому что когда мы принимаем пищу, мы едим, и эта пища сразу же переваривается. У него же пищеварение происходило по-другому. Ему необходимо было переживать эту пищу, проглотить ее, затем снова отрыгнуть, снова переживать и снова проглотить. И его пищеварение отличалось от пищеварения обычных людей. Из-за этого, так как он не мог есть нормально, его здоровье ухудшилось, тело его ослабело, и Будда увидел это и сделал исключение, позволив ему отрыгивать пищу и снова проглатывать ее, так как у него был двухкамерный желудок или двойное горло, как бы там ни было, для него было сделано исключение. И он мог принимать пищу подобным образом. И поскольку его лицо было подобно бычьей морде, люди говорили о нем. Даже такие ужасающие люди, похожие на быков, принимают обеты отречений. И таким образом они хотели сказать, то есть они ругали его, говоря, что среди тех объектов подношения и почтения среди монахов есть такие страшные люди, и они критиковали его и ругали его таким образом. Поэтому Будда сказал этому монаху не оставаться в центральном районе, а отправиться в отдаленные уединенные места. И Гавампати поступил так, как сказал Будда, и покинул Шравасти, а затем он отправился в пустынное место, которое называется Ширишика, то есть это сад или роща, которая находилась в мире богов. И причина, по которой он был похож на быка, заключается в том, это очень длинная история на самом деле.
она началась очень давно, и в прошлом, во времена Будды Кашьяпы, его наставником был Архат. И Гавампати был учеником этого наставника Архата. Но так как этот Архат был стар и слаб, он не мог принимать пищу быстро, и он не мог получать еду сам по себе, если кто-то не давал ему еды. И когда они получили пищу, наставник ел, и затем Гавампати уже съел свою пищу, уже помыл свою патру, чашу для подаяния, и когда он вернулся обратно, он увидел, что его наставник все еще ест. Так как он был старый, ему необходимо было очень долго пережевывать пищу, и из-за этого Гавампати очень сильно разгневался, и он сказал: «Ты ешь так медленно, как бык, как будто бы бык, все время что-то жуешь». И из-за этого он вынужден был 500 раз перерождаться быком. И затем, когда он родился человеком, хотя он принял человеческое рождение, форма его тела, его внешний вид был похож на быка. И это краткая история или повествование о Гавампати. И Анирудда сказал, что было бы, возвращаясь к нашей прерванной истории, Анирудда сказал, что было бы хорошо, если бы мы могли пригласить Гавампати, и тогда все монахи согласились с этим решением. И Пхикшу спросил, и тогда было... Махакашьяпа спросил, кого бы отправить посланником. Махакашьяпа обратился к одному ученику Пхикшу. Может ли пойти в качестве посланника Сангхи? Пхикшу ответил, какое сообщение хотел бы послать Сангха? И Махакашьяпа сказал, Сангха хотела бы, чтобы ты отправился в парк Ширшака в царстве богов, где живет Архат Гавампати. Пхикшу с радостью и восторгом согласился и сказал Махакашьяпе, как только я предстану перед Архатом Гавампати, что мне сказать? Махакашьяпа сказал, когда ты прибудешь туда, скажи Гавампати, Махакашьяпа и все архаты, уничтожившие омрачение, собрались в Джамбудвипе и начали великие деяния на благо Дхармы, поэтому, пожалуйста, приходи скорее. Кем этот ученик Пхикшу простерся перед Сангхой, трижды обошел ее по часовой стрелке, взлетел в небо, подобно Горуде, и отправился туда, где обитал Гавампати. И когда он прибыл туда, он склонил голову и сказал Гавампати, «Достопочтимый, ты, кто мягок и добр, у кого мало желаний и кто доволен тем, что обладает, кто постоянно пребывает в харме, пребывает в тхьяне, Сангха послал меня к тебе. Сегодня Сангха начинает великую дхармическую деятельность, так что, пожалуйста, приходите скорее. Приходите туда, где собралось много архатов». И в это время этот архат Гавампати почувствовал некоторые подозрения и спросил Пхикшу, «Ты зовешь меня, потому что в Сангхе разгорелся спор? Или в Сангхе произошел раскол? Или потому что Будда ушел в паринирвану, из-за чего вы зовете меня?» И Пхикшу ответил, как ты и сказал, учитель Будды ушел в нирвану. На что Гавампати ответил, Будда ушел в нирвану слишком рано, око мира ослепло. Где мой наставник Шарипутра, способный, подобно Будде, вращать колесо истинной дхармы? На этот вопрос Пхикшу ответил, что он тоже ушел в нирвану.
Тогда Гавампати подумал, эти святые личности ушли в нирвану. Что можно сделать, если эти великие существа уже ушли в нирвану? Тогда он спросил, где сейчас находится Маудгальяина. На что монах ответил, что он тоже ушел в нирвану. Тогда Гавампати сказал, учение вот-вот исчезнут, великие существа ушли, бедные разумные существа. Затем Гавампати спросил, где же старейшина Ананда? И Бхикшу ответил, после того, как Будда ушел в нирвану, старейшина Ананда сильно скорбел, плача и проливая слезы. Он ошеломлен и не в силах держаться. Тогда Гавампати сказал, если Ананда страдает, то это потому, что он все еще связан узами и чувствует печаль разлуки. Он чувствовал близость к Будде и сейчас расстался с ним, и из-за этого он чувствует печаль, потому что все еще не избавился от омрачений. Тогда Гавампати спросил, где находится Рахула, сын Будды. Рахула достиг состояния архата и был сыном Будды. И в ответ Бхикшу ответил, Рахула достиг архатства, поэтому он не печалится и не чувствует горести, но он всегда размышляет о том, что все явления непостоянны по своей природе. Тогда Гавампати сказал, он отказался от желания, от которого так трудно отказаться, поэтому он не чувствует печали. Затем Гавампати сказал, я лишился учителя, свободного от страсти. Так есть ли смысл мне оставаться в роще Ширшика? Мой наставник и мой учитель, мой наставник Шарипутра скачался, и Будда Шакьямуни скачался. Есть ли смысл мне возвращаться в Джамбудвипу? Я уйду в нирвану здесь. Сказав это, он вошел в самадхи, и его тело взлетело в небо и стало излучать лучи света. Он продемонстрировал множество чудес, таких как излияние, испускание воды и огня из своего тела. Он касался солнца и луны руками и так далее. И в конце концов огонь вышел из его сердца и окутал тело. И это тело вспыхнуло. И вместе с этим из его тела изошли 4 потока воды. И эти потоки воды, достигли Махакашьяпы. И эти потоки воды естественным образом издавали звучание следующего четверостишия. Я, Гавампати, склоняюсь пред великим старейшином, первым в Санхе. Я слышал, что Будда ушел, и я последую за ним, как слоненок следует за слонами. И это обозначало, что он услышал, что Будда Шакьямуни ушел в нирвану, и он также собирается уйти в нирвану, подобно слоненку, который следует за великими слонами. И таким образом и Гавампати тоже ушел в нирвану. Теперь давайте сделаем перерыв на 30 минут. И мы закончили с изысканием других ученых этим разделом, и теперь мы переходим к разделу достижения результата Ананды. И как я уже говорил прежде, ученик этого великого старейшины Махакашьяпы, он прибыл к Гавампати и передал ему слова Санхи. После того, как он ушел в нирвану, он взял его дхармические одежды
и чашу для подаяния, чтобы поднести санхи. И после того, как он вернулся обратно, он поднес эти вещи санхи, и в тонкостях Мула Сарвастивады говорится о том, что монах, который призывал Гавампати, это, видимо, был Пурна. В комментарии к 100-тысячной Праджняпарамиты, который приписывается Нагарджуне, говорится только о том, что этот монах принес чашу для подаяния и дхармические одежды. В тонкостях Мула Сарвастивады говорится, что это был Пурна, который призвал Гавампати, и который принес его чашу для подаяния и одежды. И говорится о том, что когда Гавампати в соответствии с этим повествованием из тонкостей Мула Сарвастивады, когда Гавампати услышал, что Будда ушел в Нирвану, он сказал: «Я предлагаю свою чашу для подаяния и 3 одежды Дхармы, Санхи. Я уйду в умиротворение, поэтому, пожалуйста, попросите Санху простить меня». И затем Пурна принес монашескую чашу, а также одежды Санхи вместе с Махакашьяпой. Gindu number 2 palanda de shibe rintelea. Gungo harana diorsan, gungo de И в то время, когда монахи вместе с Махакашьяпой и так далее отправляли посланника для того, чтобы пригласить Гавампати, пока эту чашу, которая осталась после него, и дхармические одеяния, несли обратно и так далее, чем же занимался Ананда. В это время Ананда анализировал все явления и стремился освободиться от загрязнений. Ночью он медитировал, занимаясь тхьяной и медитируя на шагах, то есть занимаясь медитацией в хождении, он упорно стремился к результату. Однако, несмотря на то, что у Ананда была великая праджня, была великая мудрость, он был слаб в стабильности, в шаматхе, и поэтому он не сразу достиг результата. Если бы у него была и праджня, и самадхи, и мудрость, и медитативное погружение, он быстро достиг бы результата. И когда Ананда прислуживал Будде, у него не было времени заниматься тхьяной, заниматься медитативной практикой. И так как он находился посреди суеты, у него было очень много отвлечений, поэтому он не смог развить однонаправленное сосредоточение шаматхи. И когда пришла полночь, Ананда устал и был измотан, и подумал, что ему следует немного отдохнуть. И после полуночи он приготовился лечь, и как раз перед тем, как его голова коснулась подушки, он освободился от омрачений и внезапно обрел постижение. Словно молния, вспыхнувшая в кромешной тьме ночи, точно так же, как все вещи становятся видны во время вспышки молнии, в этот момент Ананда вошел в важноподобное самадхи и сокрушил горы омрачений и достиг 3 знаний, 6 ясновидений, качества освобождения и могущественного состояния архатства. Таким образом, он достиг состояния архата, и той же ночью он не стал ждать до рассвета, он подошел к двери того здания, где остановилась Санха, и постучал в дверь, позвал Махакашьяпу. Он позвал Махакашьяпу: «О, Махакашьяпа!» И тогда Махакашьяпа подошел к двери и посмотрел, кто же стучит в дверь. Когда он спросил, кто это, Ананда ответил: «Это я, Ананда». Махакашьяпа спросил: «Зачем ты пришел сюда?» Ананда ответил: «В эту ночь я достиг истощения загрязнений. Я достиг состояния архата».
И, как вы помните, прежде Махакашьяпа сказал, что до того, как ты не достигнешь состояния архата, не возвращайся. И вот теперь Ананда обрел это состояние архата, и он вернулся в место, где пребывала Сангха. И тогда Махакашьяпа сказал: я не открою вам дверь, входите через замочную скважину. И Ананда ответил: хорошо. И он вошел через замочную скважину посредством своих магических сил, через это небольшое отверстие замочной скважины. И затем он распростерся у ног Махакашьяпы и сказал: Махакашьяпа, знай, что меня больше не за что критиковать. И тогда Махакашьяпа погладил его по голове и сказал: причина, по которой я поступал так с тобой, заключается в том, что я думал, что ты должен достичь результата. Точно так же, как ты сейчас не должен испытывать ко мне антипатии, и антипатии не держать зла на меня, так и я не буду испытывать к тебе таких чувств. Теперь ты обрел постижение. Точно так же, когда рисуешь рукой в пространстве, нет цепляния и препятствий, так и ум архата не имеет привязанности и цепляния к какому-либо явлению. Теперь вы можете вернуться туда, где остановились. Так Махакашьяпа обратился к Ананде. И существует текст Файон Чулин, драгоценная роща Дхармы. Я думаю, можно перевести это так. Я приводил уже цитаты из этого текста. Это текст на китайском. Он содержится в антологии буддийских текстов. И в этом тексте цитируется сутра Бодхисаттвы, входящего в утробу, в которой говорится, здесь повествование несколько отличается. И здесь говорится, что в это время Махакашьяпа собрал Сангху и указал Упале: ты должен вести всех во время произнесения проступков Ананды. Ты должен быть ведущим в этом собрании. И затем Упали сделал, как ему было сказано. И процитировал оскорбление Ананды или проступки Ананды, заключающиеся в том, что он не просил Будду уйти в нирвану и так далее. И Ананда был очень расстроен. Так скоро после того, как Будда скончался, я так пристыжен. И прямо там он начал созерцать 4 благородные истины. Прямо в том же месте, где он находился. И в это время среди всех собравшихся он достиг состояния архата на том же самом месте, посреди собрания монахов. Посреди этого собрания монахов он достиг состояния архата и освободился от всех загрязнений и обрел полную реализацию. Таким образом, он смог достичь этой реализации за очень короткое время. И поэтому все архаты прославляли его, и боги восхваляли его в своих песнях. Великая земля содрогнулась 6 способами. И это повествование, которое приводится в драгоценной роще Дхармы. В этом тексте приводится сутра Бодхисаттвы, входящего в утробу. И это повествование оттуда. Теперь мы переходим к следующему разделу. Это произнесение Ананды Сутр. И как вы помните, Ананда достиг состояния архата. И в это время Сангха обсуждала, говоря: вы помните, что Махакашьяпа разрешил Ананде вернуться. И затем Сангха держала следующее обсуждение. Гавампати ушел в нирвану. Так кто еще может составлять сутры? И старейшина Анирудха сказал:
старейшина Ананда мог бы собрать сутры, составить сутры. Среди учеников Будды именно он всегда был с Буддой, служа ему. Он сохранил все сутры после того, как они были испрошены, и он смог сохранить их в своей собственной памяти, поэтому даже Будда похвалил его. Таким образом, Ананда может составить сутры. И затем Махакашьяпа погладил по голове Ананду, и, как вы помните, он был очень недоволен Анандой, а теперь был очень рад ему. И он сказал: в прошлом Будда говорил тебе помнить сутры, так что теперь ты должен отплатить Будде за его доброту. Что было первым местом, где Будда учил Дхарме? Великие ученики Будды, сумевшие сохранить сутры, ушли в нирвану. Теперь остался лишь ты. Сегодня, согласно намерениям Будды и из любви к живым существам, ты должен составить сутры. В это время Ананда простерся перед Сангхой и затем сел на львиный трон. И здесь начинается собор. Первый собор. И в Кшудрака, в тонкостях Винай, говорится о том, что Ананде поставили большой трон, и было 500 монахов, 500 архатов, и этот трон состоял из верхних накидок. На этот трон положили 500 накидок, 500 архатов, и затем поверх этих накидок на этом троне сел Ананда. И до того, как он сел на этом троне, он посмотрел в 4 направления, в 4 сторонах света, и он зародил в себе сострадание по отношению ко всем живым существам, смотря в 4 стороны света. Затем он зародил в себе почтение перед Дхармой, а затем для того, чтобы демонстрировать свое почтение перед архатами, которые хранят совершенно чистую дисциплину и поведение, он совершил простирание тем, кто был старше него в обетах, и затем, размышляя о непостоянстве, он воссел на троне. И вы помните, что прежде все его ругали, все его обвиняли в проступках. Теперь же он воссел на этом троне во всем своем великолепии. Поэтому в традиции Кадам, когда учитель приходит для того, чтобы дать учение, прежде, до того, как он воссел на троне, он должен совершить простирание перед троном. И эта традиция Ананды и всех других архатов для того, чтобы продемонстрировать свое почтение перед Дхармой, они совершают простирание перед троном. И в обычной жизни монахи не могут сидеть на высоких тронах, однако они садятся на высокий трон не ради своего самодовольства, а ради проявления почтения перед святой Дхармой. Так как невозможно отделить Дхарму от потока сознания личности, для этого человека, проповедующего учение, строит высокий трон, и этот трон строится для Дхармы, которая находится в потоке сознания этого человека. И поэтому предыдущие учителя прежних времен, когда взбирались на этот трон, произносили четверостишие, что все явления подобны звездам, подобны светильнику, подобны глазной болезни и так далее. То есть они приводили примеры непостоянства и затем щелкали пальцами и только затем садились на трон. И это все старые традиции, древние традиции, которые мы должны знать и которым мы должны следовать. И когда лама щелкает пальцы, это символизировало непостоянство, и только затем
учитель садился на трон. И здесь, в то время, когда Ананда сел на трон, Махакашьяпа продекламировал следующие стихи. Я сейчас приведу грубый перевод этих четверостишев. Будда, царь львов, а Ананда его сын. Я видел его сидящим на львином троне, теперь же Будды здесь нет. Сейчас его нет, Будды нет на троне. Таким образом, в этом благоприятном, благородном собрании нет великолепия победителя. Также и в безлунном небе могут быть звезды, но оно не будет так же прекрасно. Тебе, ученик, обладающий великой мудростью, надлежит учить словам Будды. Сегодня ты должен объяснить, где Будда впервые даровал Дхарму. И затем Файон Чулям в этом тексте, который, я уже говорил, что это китайский текст, драгоценная роща Дхармы, говорится, приводится цитата из сутры об бодхисаттве, входящем в чрево, согласно которой Махакашьяпа посадил Ананду на высокий трон, сделал из 7 драгоценных субстанций и затем Махакашьяпа сказал: декламируйте Дхарму, которую учил Будда, не пропуская ни единого слова или буквы. Соберите корзину бодхисаттв в одном разделе. Соберите корзину шраваков в другом разделе. Соберите пункты Винаи в другом разделе. И тогда Ананда произнес следующие сутры. И первая из этих сутр – это корзина вхождения в чрево. Следующее – это собрание Бордо. Третье – это сутра великого равенства. Затем корзина Виная. Затем корзина бодхисаттв 10 уровней. Затем различные сутры. Затем сутры Шаки и так далее. И в это время Ананда произносил первые строки. Так я слышал однажды, когда Будда пребывал в таком-то месте, которое обозначает, что однажды, когда я находился в том-то месте, я слышал, как Будда проповедует то или иное учение. И когда Ананда начинал свои речи, он начинал их с этих строк. Так я слышал. Однажды Будда пребывал в таком-то месте. И когда он произносил эти строки, лица Махакашьяпы и других архатов изменились. Они плакали и не могли себя контролировать. Они видели, что природа людей стареть и умирать, и что они подобны иллюзии и миражу. В прежние времена они все еще могли увидеть Будду, но теперь это было невозможно. И теперь все, что осталось от тех времен, лишь слова «так я слышал». Они больше не могли ни видеть Будду, ни слышать его речь. И это напомнило им о непостоянстве, которое также зародило в них сильные переживания. И затем в тексте, который называется «Фозу Тунчин», это полная хроника Будды и патриархов, в этом тексте приводится несколько другое изложение. Здесь говорится о том, что Ананда был очень похож на Будду. И говорится, что он на 3 пальца был ниже Будды. Будда был, его тело было на 3 пальца длиннее, чем у Ананды. Он был выше Ананды на 3 пальца. В остальном же он был очень похож на Будду. И когда Ананда впервые сел на троне Дхармы, для того, чтобы проповедовать Дхарму, у людей возникло 3 замешательства.
И какие это три замешательства? Некоторые почувствовали, что учитель Будда вернулся. И когда он проповедовал Дхарму, они подумали, что и в самом деле Будда вернулся в этот мир. Некоторые же почувствовали, что другой Будда пришел из другой чистой земли и теперь проповедует учение. Третьи же считали, что Ананда сам достиг состояния Будды. И поэтому то, как он дает свою проповедь, является очень схоже с проповедью Будды. И только когда Ананда сказал «так, я слышал», эти заблуждения рассеялись. И многие поняли, что это сам Ананда, который произносит эти слова, он произносит то, что он слышал от Будды, и только тогда у них это замешательство рассеялось. В самом же начале многие из них чувствовали одно из этих трех замешательств, которые были приведены выше. И когда Ананда сказал «так, я слышал», он произносил следующие строки. Когда Будда впервые повернул колесо Дхармы, так как он не был в Варанаси, где Будда повернул первое колесо учения и так далее, он говорил, когда Будда впервые повернул колесо Дхармы, я сам не слышал этой Дхармы, но слышал это от других людей. И таким образом, те учения, которые он сам не слышал от Будды, он слышал их со слов других людей. И также в этом же тексте говорится, в более ранних отчетах говорится, что Ананда достиг самадхи, мудрости Будды. Поэтому он сам смог слышать всю Дхарму. Какая бы Дхарма не пребывала в сердце Будды, в его уме, он мог слышать посредством этого самадхи, он мог слышать все эти учения. Например, на каком-нибудь веб-сайте мы можем послушать любую песню, необходимо просто ввести ее имя, и мы можем послушать любую песню. Точно так же, так как у него он достиг самадхи, высшей мудрости Будды, он мог слышать любое учение, которое было проповедано прежде Будды. И в тибетской традиции мы говорим о благословенном слове. Например, в Праджнапарамита Хридая сутре Будда своим самадхи благословил Шарипутру, и тогда Шарипутра произнес Праджнапарамита Хридая сутру. И точно так же и в данном случае, когда, как вы помните, в этой сутре Шарипутра обратился с вопросами к Авлакитешваре, и Авлакитешвара произнес Праджнапарамита Хридая сутру, так и здесь. И это то, как объясняется этот момент в китайской традиции. Как бы там ни было, в великом комментарии к статичной Праджнапарамите говорится о том, что вначале, прежде чем дать проповедь, Ананда соединил свои ладони в направлении места, где Будда ушел в нирвану, и произнес стих. И это стихотворение, это четверостишие, если его перевести, оно будет звучать следующим образом. Когда Будда впервые повернул колесо Дхармы, меня не было. Но согласно тому, что я слышал от одного человека к другому, то, что я слышал от одного человека, как он слышал от другого, Будда сначала открыл врата в Дхарму, которая подобна нектару, в Варанаси, группе из 5 благих людей. Он учил Дхарме 4 истин, а именно страданию, происхождению, прекращению и пути. И всезнающие Каундини и другие были первыми людьми, реализовавшими этот путь, и 80 тысяч богов достигли результата. И в то время, когда 1000 архатов услышали речь Ананды, они поднялись на высоту 7 пальм в небо и сказали в унисон: «Увы, сила непостоянства чрезвычайно велика. В прошлом наша встреча с Буддой и слушание Дхармы
Это то, что мы обрели. Теперь же наши встречи с Буддой, а также слушание Дхармы от него стали не более чем словами. Так я слышал. Затем они прочитали несколько стихов, затем Анируда продекламировал несколько строф, а затем Махакашьяпа продекламировал несколько строф, но я не стал их переводить, потому что я не посчитал их крайне важным в данном случае. И затем говорится о том, каким образом эти сутры были собраны в разные разделы. И мы говорили с вами о 4 агамах. Необходимо было составить 4 агамы. И вы помните, что эти 4 агамы составляли из перечисленных бесед, бесед средней длины, бесед длинных бесед и связанных бесед. И таким образом Махакашьяпа сказал Ананде, что необходимо собрать все сутры в эти 4 раздела, в эти 4 агамы. Однако все эти разделы сутр называются сутра Питака или корзиной сутр. Все они относятся к разделу сутр. И Махакашьяпа заключил эти сутры, которые были переданы, произнесены Анандой. Они были собраны в 4 и подразделены в 4 агана, в перечисленные беседы, или Экаутара агамы, в беседы средней длины, или Мадьяма агамы, длинные беседы, Дирга агамы, или связанные беседы, или Самюкта агама. И таким образом им было дано общее название корзина сутр или сутра Питака. И затем завтра, в следующий раз мы перейдем с вами к собранию Винаи. И я говорил уже о Бупале, я говорил о повествовании из комментария к статичной Праджняпарамите и так далее. И поэтому в следующий раз я буду говорить о том, как была собрана Виная. И затем, после этого, я думаю, что на этом завершится повествование о Первом соборе и статичной Праджняпарамиты. И затем я расскажу о замыслах, присутствующих во время Первого собора, и затем на этом наши летние учения завершатся.